В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. 10 новых школ появится в Якутии в этом году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Сергей Местников в ходе прямого эфира. 72 случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в республике за последние сутки. День Святого Валентина отмечают сегодня во всем мире. Якутия вошла в топ-5 регионов России, успешно перешедших на дистанционное образование. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Сергей Местников в ходе ежегодного отчета. Весной прошлого года из-за пандемии система образования испытала серьезный удар. Однако наши учителя и педагоги сумели успешно организовать непрерывный процесс обучения в дистанционной форме, подчеркнул он. По словам Сергея Местникова, несмотря на все сложности минувшего года, качество образования в Якутии повышается. Так, в прошлом году 33 выпускника школ республики получили 100 баллов по результатам ЕГЭ. В семье, с друзьями, на улице. Весной прошлого года, как мы знаем, все школы, в которых обучается 149 тысяч детей, одномоментно перешли на совершенно иной формат работы, на совершенно иной формат обучения, на дистанционную форму, с использованием различных информационных технологий и так далее. И нужно отметить, что наши учителя и педагоги сумели в кратчайшие сроки переформатировать всю систему образования и организовать непрерывный образовательный процесс. В продолжении темы Сергей Местников также сообщил о том, что в республике планируют построить 10 школ в этом году. Помимо этого будут введены 16 детских садов. Продолжится и работа по развитию системы среднего профессионального образования. Так начнется реализация проекта единого кампуса для среднеспециальных учебных заведений в микрорайоне Кангаласы. Помимо этого, правительство региона продолжает активно уделять внимание вопросу подготовки кадров для сферы образования. Для педагогов активно проводятся различные семинары и курсы повышения квалификации. В рамках благоустройства столицы исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев накануне совершил объезд по нескольким участкам города. Подробности в сюжете Елизаветы Васильевой. Первая точка маршрута – снежный полигон. Сюда свозят снег со всего города, начиная от Табаги до села Кангаласы. По границам полигона установлена санитарно-защитная зона для того, чтобы после таяния снега здесь не образовались болота. У нас заканчивается первая неделя трехмесячника благоустройства в городе Якутске, санитарной очистки. И частники, по идее, все должны привозить свой снег сюда. Мы принимаем бесплатно этот снег. Гранитные плитки и бордюры, небо без нависших проводов, теплые остановки, комфортные общественные пространства и художественно освещенные здания. Так будет выглядеть проспект Ленина после капитальной реконструкции. Уже завершается проектно-сметная документация. Далее, предварительно в апреле, ожидается положительный результат экспертизы. Будет проводиться работы и по реконструкции газовых сетей. Здесь почти на каждом перекрестке есть большая магистральная газовая труба. Их тоже будем всех менять. И в этом году мы начнем работу с инженерных сетей. То есть будем идти захватками. Начнем с улицы Кулаковского и пойдем до здания Лорпа. Это первый этап. В этом году начнем замену инженерных сетей, подготовку основания. Завезем часть материала, чтобы ударными темпами в 2022 году к столетию республики первый этап закончить. Следующий пункт – набережное озеро Сайсары. Здесь планируют создать современное пространство, выложенное тротуарной плиткой. Дополнением станут спортивная площадка и удобные скамейки. Полностью изменится и облик сквера Матери. Общая стоимость по проекту вышла 333 миллиона рублей. Безусловно, это очень большие деньги, которые сегодня невозможно изыскать в местном бюджете. Поэтому мы сейчас, как будет пройдена экспертиза, она сейчас проходится, да, как получим положительное заключение экспертизы, мы будем работать над тем, чтобы получить софинансирование для реализации этого проекта. В благоустройство Якутска вовлечены не только городская администрация, но и дизайнеры и архитекторы центра «Лето». Таким образом, совсем скоро столица на вечной мерзлоте станет еще привлекательнее для гостей со всего мира. Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Якутск.
Очередная партия вакцины ГАМ-ковид-ВАК поступила в Якутию. В данное время на складах Сахафармации идет маркировка препарата. Всего 15 120 доз. На сегодняшний день первый этап вакцинации в республике прошли 26 507 человек, оба этапа – 6 163 человека. Поступило вакцин в Якутию более 42 тысяч доз. В Республике Саха-Якутия вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в 43 медицинских организациях республики, в которых развернуто 151 пункт вакцинации, создано 149 мобильных бригад. Для получения вакцины против коронавирусной инфекции записывайтесь через портал госуслуг и телефоны горячих линий колл-центров медицинских организаций. Тем временем за последние сутки в Якутии выявили 72 случая COVID-19. В Якутске зарегистрировано 28 случаев, в Мирнинском районе 11, Тампонском 9. В Аймиконском и Усть-Майском районах зафиксировано по 5 случаев, в Алданском и Нерюнгринском по 4, в Среднеколымском 3. По одному случаю выявлено в Вилюйском, Мегино-Кангаласском и Момском районах. К другим темам. Газовый баллон – самый крепкий из всех емкостей для хранения топлива в машине. Это доказывают постоянные испытания газобаллонного оборудования фирмами-производителями. На газовых единицах автопарка «Алроса» установлены в основном баллоны отечественного производства. Специалисты отмечают, мифы об опасности газовой техники сильно преувеличены. Олеся Васева выясняла, может ли взорваться газовая машина при ДТП. Все мифы рождаются от незнания, так считает Александр Павлов. Инженер изучает характеристики газа как альтернативного автомобильного топлива с 2016 года. Тогда началась газификация транспорта «Алроса». В Мирнинской автобазе газовых машин больше с каждым годом и ни одного несчастного случая. Современное газобаллонное оборудование – это целая система безопасности. В новостях появляются только аварии. Авария о том, как какая-то «Газель» взорвалась на заправке. Люди видят эту аварию, но не видят причин, не видят последствий. А причины в том, что там стоит либо нелицензированное, либо старое, либо несертифицированными установщиками установленное оборудование, зачастую неисправное, с утечками. Современное оборудование нацелено, по сути, на одну задачу. Это задача безопасности. Чтобы баллон взорвался, нужно постараться, ведь его главная задача – выдержать давление газа. Учитывая, что 200 атмосфер – это просто рабочее давление баллона. К примеру, 2-литровая пластиковая бутылка взрывается при 10 атмосферах. Для баллона с компримированным газом давление разрушения должно превысить 500 атмосфер. Чтобы не достигнуть этих величин, оборудование снабдили целой системой клапанов – защитных, инерционных, электронных. Они срабатывают при любом превышении давления. На существенной части нашей техники установлены баллоны отечественного производства. Как пример, баллоны НПФ «Реалшторм», город Ижевск. Эти баллоны третьего типа, металлокомпозитные, современные, серьезные, много научного труда в них вложено. Вложен труд, проведены опыты. Фирма-изготовитель не раз доказывала, баллон при повреждении не взрывается. Также сложно повредить его и при ДТП. Так, одна из фирм-установщиков ГБО на своем канале в Ютубе запустила целую серию экспериментов с газовым автомобилем. Ролики хоть и развлекательные, но весьма показательные. Здесь автомобиль с пропановым ГБО. Этот газ является более пожаро- и взрывоопасным. Но даже если такой автомобиль охватит огнем, например, из-за замыкания электропроводки, газовый баллон не взорвется. Температура же воспламенения природного газа самая высокая среди всех видов топлива, а осторожным нужно быть на любой машине. Не надо создавать потенциально опасных ситуаций. То есть тут любая машина пострадает с нехорошим исходом, что бензиновая, что дизельная. Автомобиль – это потенциально опасное средство, которое может изгореть и взорваться и причинить какую-то травму. Поэтому я бы здесь не делил итоги ДТП с газовым автомобилем, с бензиновым, с дизелем, они все плачевные, и поэтому давайте на них попадать не будем. Правильная сборка газового оборудования и качество его компонентов – главное условие безопасности автомобиля. А разные риски есть всегда, но они не больше, чем у автомобиля на бензине или дизельном топливе. Олеся Васева, Роман Муконин, Александр Еремин. Телеканал «Алмазный край». Сегодня во многих странах мира отмечается День всех влюбленных. О истории своей любви нашему телеканалу рассказала семья Трофимовых. Подробности в следующем материале.
Своему знакомству Лариса Георгиевна и Дмитрий Дмитриевич обязаны друзьям. Дружной компании молодых специалистов и студентов, так называемой коммуне. Постоянное времяпрепровождение вместе, субботники, походы в лес, встречи и общение сделали свое дело. Так в их компании образовалось около 7 молодых пар. Получилось так, что сначала образовалась одна пара, потом вторая. Так, но мы были третьи. Получилось так, что поэтому я не могу сказать, что мы вот как-то встретились сразу и сразу влюбились друг в друга. Такого не было. Сначала мы очень долго общались, узнали друг друга, а потом уже вот поняли, что в один прекрасный день, что мы уже не можем друг без друга, нам уже скучно и невозможно, и мы решили пожениться. Уже ничего не оставалось. Ничего не оставалось делать. Так, ровно 50 лет назад, 12 февраля, наши герои решили зарегистрировать свой брак. А 14 числа сыграли веселую студенческую свадьбу. Началась семейная жизнь. Рождение первенца Георгия, переезд на север республики, город Черский, где началась производственная деятельность Дмитрия Дмитриевича. А после севера Трофимовых ждала яркая, насыщенная жизнь на юге Якутии, где родился второй сын Евгений. А главу семьи назначили первым секретарем Нерюнгринского горкома комсомола. С тех пор он начал заниматься строительством железной дороги. Настоящим подарком судьбы для Трофимовых стало рождение дочери Вероники. Сегодня все 3 детей успешны в своем деле и создали уже свои семьи, подарив родителям прекрасных внуков. А это с Владиком. С Владиком и с Настей. Как признаются наши герои, никаких секретов семейного счастья у них нет. Главное – это понимать и всегда поддерживать друг друга. Я всегда находила в Диме, вот, что он понимал всегда, вот с самых первых дней нашей совместной жизни, всегда находила в нем вот поддержку. Не было у нас времени на всякие там, я не знаю. Но она очень жизнерадостный человек такой и очень начитанный, поэтому с ней интересно общаться, разговаривать. Среди семейных традиций Трофимовых собираться за праздничным столом с детьми и внуками, а летом проводить время на даче. Ну, во-первых, все, конечно, совместные праздники обязательно, дни рождения обязательно. Особенно тяжелый бывает для нас декабрь, да, где через каждые 5-10 дней идут сплошные дни рождения. И уже к Новому году мы уже выдыхаемся, можно сказать, и уже хотим только отдыхать, видимо. Даже спустя 50 лет в их глазах по-прежнему та нежность и любовь друг к другу. Бесценная награда за все прожитые годы вместе. А их история любви – пример и эталон для своих детей, внуков и для нас. К этой минуте у меня все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание.